Древесного щитника хотя бы однажды в жизни встречал практически каждый. Правда, известен он больше под другим названием – клоп-вонючка, так как травоядное насекомое источает очень характерный и неприятный запах. Древесный щитник не представляет опасности для человека. В нашей природной среде он обычен. Но иногда наблюдается резкий всплеск численности насекомых. И тогда они могут нанести вред сельскохозяйственным насаждениям, плодовым деревьям и овощам. Так как щитник, как и все клопы, является сосущим насекомым, то есть он прокалывает своим хоботком покровы и высасывает соки растений. Если численность его велика, это приводит к тому, что растения, которые он использует для питания, начинают увядать. И плоды портятся, они усыхают, гниют, и поэтому он может быть серьезным сельскохозяйственным вредителем. Хотя клоп не способен кусать человека или вызывать серьезные аллергические реакции, все-таки в случае активного размножения, когда популяция становится слишком многочисленной, с ними приходится бороться. Использовать против него можно, конечно, химические препараты. Все инсектициды прекрасно работают против этих насекомых, но очень часто бывает так, что невозможно использовать химические препараты в силу того, что это быстро созревающие, скажем, овощные культуры, помидоры, огурцы, баклажаны. И, в принципе, получается так, что если использовать химический препарат, он просто остается в продуктах, которые затем потребляет человек. Поэтому, если это небольшие участки, которые, так сказать, приусадебные, можно использовать раствор горчицы, порошка, и побрызгать. Запах горчицы является хорошим отпугивающим средством, и это не убивает насекомых, но отпугивает их. Помимо народных методов избавления насаждения от мелкого вредителя, таких как опрыскивание посадок настоем горчицы или луковой шелухи, существует многолетнее садовое растение, отпугивающее травоядных клопов. Это цимицифуга, иначе клопогон, аромат цветов и листьев которой щитник не любит. Несколько кустиков достаточно для целого участка. Амра Амичба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.